Официально Тбилиси озаботился проблемами абхазского языка. Для этого планируется создать в Грузии государственную программу по развитию и, внимание, защите абхазского языка. Премьер-министр страны Кверикашвили полагает, что, цитата, «забота об абхазском языке и культуре станет очень важной основой в процессе восстановления сожженных мостов». В Абхазии расценили инициативу как популистскую и лицемерную, рассчитанную на международные структуры. А как иначе на это реагировать, когда власти Грузии блокируют любые мирные инициативы абхазской стороны, предпринимают шаги по изоляции республики? Мы прекрасно видим, что кроме этой словесной риторики, на деле грузинское руководство всех времен послевоенного периода делает все для того, чтобы блокировать любые гуманитарные инициативы Абхазии по преодолению международной изоляции нашего государства. Блокируются абсолютно все инициативы – гуманитарные, культурные, творческие, на любом уровне. Поэтому относиться к подобного рода заявлениям, наверное, стоит именно с позиции понимания, что Грузия предпринимает всяческие усилия для того, чтобы так или иначе показать международному сообществу свое желание пойти по пути укрепления мира доверия. К большому сожалению, это не так. На женевских дискуссиях поведение грузинской делегации не меняется. Как мантра повторяется мысль о том, что любые гуманитарные проекты нужно реализовывать сообща в рамках грузино-абхазских проектов. По словам Даура Ковы, даже в европейских структурах есть понимание того, что нужно обновлять этот формат. Буквально сегодня у меня также были представители, которые приехали с Австрии, тоже говорили о возможности развития различного рода программ. И могу сказать, что сегодня на встрече, и это уже не первый раз, когда представители разных стран и разных организаций говорят непосредственно о двухсторонних проектах, связанных непосредственно с Абхазией без участия грузинского правительства. А почему это происходит? Потому что 25 лет после военного периода и гражданское общество, и власть на всех площадках демонстрирует свое единство в плане того, что возврата к прошлому не будет, что Абхазия выбрала свой путь на самостоятельное развитие как суверенное государство, и сегодня международное сообщество в принципе в целом это начинает осознавать и понимать, что нужны абсолютно другие подходы в отношении Абхазии. Поэтому можно сказать с уверенностью, что определенная небольшая динамика все-таки существует. Она есть, и сегодня европейцы начинают задумываться над тем, какую же все-таки модель можно предложить для Абхазии. Не выразили бурного восторга от этой новой, так сказать, инициативы и представители научных кругов Абхазии. В нашей стране прекрасно помнят насильственную грузинизацию, которая проводилась в республике до Отечественной войны народа Абхазии, закрытие абхазских школ и ущемление национального достоинства. Все это неоднократно вызывало массовые протесты абхазов. Мы прекрасно знаем историю Абхазии, историю нашего языка, когда закрывали абхазские школы, когда запрещали говорить на абхазском языке. Наш Абхазский институт гуманитарных исследований, тогда абхазский язык и литература, они осознанно сожгли 25 лет тому назад. Сжигали наши архивные материалы, в том числе и Государственный архив, чтобы не осталось ничего. Там были неизданные рукописи наших ученых по языку, по фольклору, по этнографии. Заново начинают в Грузии создавать центр изучения абхазского языка. Да боже упаси, это нам не надо, пусть они смотрят свой спектакль. Буквально недавно грузинская политическая элита негодовала по поводу преподавания абхазского языка в галских школах. Говорили, что это дискриминация и нарушение прав человека, говорит Арда Ашуба. Это при условии, что в приграничном районе нет проблем с изучением грузинского языка. Его преподавание никогда не запрещалось. Директор Абиги предлагает грузинскому руководству для начала признать независимость Абхазии. В Гальском районе, когда начали изучать абхазский язык, так они на дыбы встали. Они не хотят, чтобы в Гальском районе нельзя вводить абхазский язык так, как там учатся грузинские дети. Так это внутри Абхазии. Значит, это политика, это большие деньги они получают для того, чтобы
сказать им, что вот мы занимаемся изучением абхазского языка. Известный историк Гурам Гумба уверен, что это политический ход, рассчитанный на международные структуры. Постоянно видим со стороны грузин ненависть, злоба по отношению к Абхазии, ненависть к истории, культуре абхазского народа, отрицание самого существования абхазского народа, и вдруг такой пиар. Очень многие международники смотрят на Абхазию с позиции или с глазами грузинских, значит, авторов, вообще с позиции Грузии. То есть, естественно, у них будет искаженное представление. Нам Грузия не дает возможность выйти на международную арену, что мы могли бы высказать свою позицию. Нам не дают права на мнение, нам не дают права на перемещение. Это та Грузия, которая, оказывается, хочет изучить абхазский язык. Ну, пиар, обычный политехнический пиар, рассчитанный на международное сообщество, что вот они такие хорошие. Ну, и, скорее всего, они там какие-то гранты получают, деньги хотят заработать. Если им-то это нужно, пускай занимаются. Мы не против, пускай изучают абхазский язык. Чем больше людей изучают абхазский язык, для нас это очень хорошо. Не принимая всерьез инициативу Грузии, в Абхазии при этом не отрицают, что проблемы по сохранению родного языка серьезные и их надо решать. Не случайно абхазский язык был официально внесен ЮНЕСКО в список языков, находящихся под угрозой исчезновения. Гурам Гумба убежден, что нужно поменять подходы в его развитии и создать условия для обучения государственного языка. Насильно язык никогда не внедряется, никогда невозможно. Для этого должны знать, для чего служит язык. Это 3 основные функции. Функции коммуникации, функции выражения культуры, функции получения информации. Функции коммуникации может выполнить сегодня абхазский язык? Нет, не может. То есть абхазский язык не является языком межнационального общения. Второе. Функции получения информации. Сегодня информация. Гражданин Абхазии, 99% информации он получает на русском языке. И 1%, который он уже слышал на русском языке тоже. То есть для чего мы абхазское государство создавали? Чтобы в основе ее была абхазская культура. Мы должны начать строительство абхазского государства. Тогда абхазский язык будет востребован. Ее необходимость все почувствуют. Все будут говорить, и только абхазцы, и все люди, которые, потому что такая необходимость возникнет в самом государстве. Только тогда будет действовать абхазский язык. Выполнить закон о государственном языке в полном объеме оказалось пока для нашего государства и общества сложной задачей. Как ее решить, должны думать в Абхазии, но никак не в Грузии, до сих пор не подписавший с нами мирный договор. Елена Лолуа, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.